Больничным коридорам и запаху лекарств 4-летний Исмаил Мистоев уже привык. Врожденный диагноз «заячья губа» доставлял маленькому пациенту немало хлопот. Первое оперативное вмешательство по коррекции дефекта Исмаилу провели, когда ему исполнилось всего пару месяцев. Третью по счету операцию он перенес буквально накануне. Проблема была в том, что некоторые звуки у нас плохо выговаривались, а в принципе эстетический вид он у нас уже был восстановлен еще в раннем детстве, 2 года. Полностью эта губа, она приросшая была к зубам. Открылись, Машка, ротик, видите, вы даже заметно то, что у него это все было. Сейчас ему все это исправили. Исмаилу повезло, операцию ему провел профессор и начальник Центра челюстно-лицевой хирургии Московской центральной клинической больницы Геннадий Гончаков, который приехал в республику в рамках соглашения, заключенного с Минздравом Ингушетии. Но эта операция лишь одна из стадий лечения маленького пациента. Убрана была нависающий край, частично был убран мягкие ткани, за счет этого была и рубцовые были рубец. Предстоит еще коррегирующая операция. Нужно будет сделать нос, нужно будет переделать губу. Да, но это не раньше 6,5 лет. Таких операций за эти 2 дня профессоры из Москвы и наши врачи челюстно-лицевые хирурги провели еще нескольким больным. И хотя ингушские медики уже проводят подобное оперативное вмешательство самостоятельно, такой мастер-класс от высококвалифицированного врача принесет немало пользы, уверены они. Позаимствовали опыт, Геннадий Васильевич все комментирует, демонстрирует нам, мы очень благодарны ему. А в будущем мы поедем туда, в город Москву. Есть уже дети отобранные, которые нуждаются в тамошней операции с технологией и с оборудованием, с аппаратурой. Будем там учиться. Результат совместного хирургического вмешательства налицо. Еще один оперированный накануне ребенок и довольная мама. У Хамзата Баркинхоева необычная патология лица. Мальчик родился с деформированным твердым и мягким небом. Один из этапов коррекции так называемой волчьей пасти прошел успешно. Мать Хамзата не верит своим глазам, вспоминает, с каким трудом ей давался уход за ребенком. Первые 3 месяца вообще. Дедуач без писюач киставер. Сахадж педиатра хатулыш ухаживать чуалиату. Операция чуктадича ахтасу. Первый этап взяли это истиян. Алхамдулилlah яхдир. Подобных историй в стенах детской республиканской клинической больницы видели немало. Для развития детской хирургии и оказания качественной высококвалифицированной помощи детям в медучреждении есть все условия. Успешно функционирует отделение реанимации и анестезиологии, рассчитанное на 12 коек. ИВЛ, подведенный кислород, вытяжки, приточно-вытяжная система, которая подготовлена. Плюс ко всему у нас даже есть ожоговая кровать для детей с ожогами. Но в данном случае после оперативных вмешательств, если это оперативное вмешательство продолжается более 1,5 часов, эти дети поднимаются в реанимацию, их там наблюдают в течение определенного времени и, конечно же, их потом переводят в основное профильное отделение. Впрочем, переводить сюда маленьких пациентов, оперированных в рамках акции «Красивые дети», еще не приходилось. Доктор медицинских наук Геннадий Гончаков не просто оперирует сам, но и делится накопленным опытом с нашими врачами на примере самых сложных и запущенных случаев. Мастер-классы с визитом профессора к нам в республику и выездом ингушских медиков за ее пределы пройдут еще не один раз. Минздрав Ингушетии планирует плотнее заняться развитием детской хирургии в регионе. По направлению и травматология, ортопедия, и общая хирургия, и челюстно-лицевая хирургия, и различные рода соматические направления. Это эндокринология, пульмонология, это педиатрия общая, различного рода направления. Конечно же, есть план по совершенствованию, по наращиванию опыта и той помощи, которая будет оказываться нашему детскому населению. Консультации больных и отбор пациентов на оперативное вмешательство детской больницы пройдут 9 и 10 ноября. Ингушские врачи проведут еще несколько операций под руководством профессора из Москвы Геннадия Гончакова, а после и самостоятельно будут оказывать маленьким пациентам республики квалифицированную хирургическую помощь. Мадина Пугоева, Рахман Цуров, Новости 24.